Памятайце, у чым прычына міграцыйнага крызісу на мяжы. Гэтыя словы Святлана Ціханаўская паўтарае на кожнай сустрэчы з замежнымі палітыкамі. Ці зробіцца міграцыйны крызіс праблемаю і для Лукашэнкі? Пра гэта на Варшаўскім форуме бяспекі я паразмаўляла з самой Святланай Ціханаўскай, лідаркай дэмакратычнай Беларусі. Мы з вами сустракаемся на Варшаўскім форуме бяспекі. Тут вельмі шмат казалі пра Беларусь. Беларускіх спікераў не было шмат, але тэма Беларусі была адна з самых топавых. Вось дзе зараз мяжа бяспекі Европы? На мяжы з Беларусю? Именно потому, что сейчас миграция создала угрозу на границе с Беларусью, поэтому Беларусь обсуждается опять, уже, к сожалению, не в том ключе, который мы хотим видеть, потому что все-таки права человека и то насилие, которое происходит в Беларуси, это фокус наших сообщений. Но я очень надеюсь, что Европа, видя, какие методы использует режим, чтобы стать угрозой не только белорусам, но и европейским странам, они будут предпринимать более активные действия, чтобы давить на режим, чтобы говорить о том, что происходит и в Беларуси, в том числе, а не только на границе. Вы размаўляеце наконт міграцыйнага крызіса на самым высокім узроўні і сустрэліся з польскім прэзідэнтам. Гэта ўжо ваша другая сустрэча. Вось, калі коротка, пра што вы размаўлялі і якія вынікі гэтай сустрэчы? Прежде всего, мы, конечно, говорили о Беларуси и о белорусах в Польше, о том, что по программе Калиновского сейчас принимают намного меньше студентов. Говорили о релокантах, что им требуется помощь, о бизнесах, которые переехали в Беларусь. То есть фокус был на Беларуси, но видно, что вопрос миграции особо чувствителен сейчас. И очень большие опасения по поводу того, что существуют разные мнения в Европе, что делать с миграционным кризисом, пускать мигрантов, не пускать. И осуждают, наверное, некоторые действия правительства, что не всех людей пускают. Но я говорила президенту, что вам, конечно, виднее, что с этим делать, но вы должны стоять на том, что вы не виноваты в том, что людей привозят в Беларусь специально, чтобы мстить за то, что вы поддерживаете белорусов, и призывать международное сообщество, прежде всего, решать проблема в режиме. Потому что если хорошо построите стены, да, каким-то образом договоритесь с теми государствами, откуда летят эти мигранты, возникнет какая-то другая угроза вашей безопасности. Поэтому параллельно, решая вопрос с миграцией, не отводите внимание от причины, почему все это так происходит. Важна сказаць, што ў гэтым ёсць мэта Лукашэнкі – падзяліць заходняе грамадства, і пра гэта шмат казалі на гэтай канферэнцыі. Але міграцыйны крызіс – гэта праблема і для самога Лукашэнкі, бо больш за 10 000 чалавек зараз знаходзяцца ў Беларусі, турыстаў, так званых, ідзе зіма. І вось, напрыклад, нават мае бацькі, якія жывуць вельмі блізка да мяжы з Польшай, кажуць, што бачылі ў лесе людей темноскурых, якія выходили, и люди реально боятся. И на самом деле вот этот вопрос, что скоро зима, что будут люди с южных стран, не привыкшие к таким погодным условиям, что будет еще больше жертв. И это явно читалось в моем общении с президентом, что их это на самом деле на человеческом уровне беспокоит. И да, это становится проблемой для Беларуси. Расселить людей некуда, где люди будут скапливаться, где они будут жить. Они, не знаю, могут начать претендовать на жилье белорусов возле границы. И это становится проблемой режима, что делать с этими людьми, что будет дальше. Никто не знает. Это, знаете, как ловушка, из которой нет выхода. И режим должен это решать. Это, знаете, такая ситуация, кто человечнее, кто выдержит дольше. Либо всех людей пустят, либо
либо как бы проявят нечеловечность, как любят сейчас обвинять польское правительство, либо литовское, что людей не пускают. Но здесь должна быть четкая, стойкая позиция. Мы не должны допустить, чтобы с нами играли в эти политические игры судьбами людей. Ну, на жаль, тут люди просто закладнікі. Яны не до конца разумеюць, чаму яны тут апынуліся і чаму такая сітуацыя. Таксама мы ведаем, што яны, в прынцыпе, не хочуць застацца в Польшы. Іх шлях вядзе далей на захад, што яшчэ раз падкрэслівае, што гэта не зусім уцекачы. То бок вы падтрымліваеце вось гэтую пазіцыю Літвы і Польшы пра тое, што не варта пускаць гэтых людзей, так? Я тут не могу дать однозначный ответ. Я не могу решать за правительство соседствующих стран, но понимая, зачем это все делается, да, я, наверное, считаю, что нужно помогать тем, кто на самом деле в этом нуждается, как и женщины, беременные, дети, да, людям не откажешь, либо тем, у кого плохо с физическим здоровьем, но нельзя позволять использовать людей в борьбе с соседними странами. Это очень-очень тяжелая ситуация, дилемма, и много экспертов и мнений, и что с этим делать, не могут прийти к однозначному решению. Единственное, что здесь очевидно, что это проблема, которая создана искусственно режимом. Поэтому мы настаиваем, смотрите в корень. По-другому здесь никак. Ну і важна не забываць пра беларусаў, насамрэч, ва ўсёй гэтай сітуацыі, пра тых людзей, якія зараз у Беларусі. Вось што для вас зараз самае важнае, як падтрымаць тых людзей, якія закладнікі рэжыму в пэўным сэнсе, нават калі ты не знаходзішся в турме. Конечно, я говорю, вот тема миграции, она сейчас как бы на поверхности. Я все время говорю, миграция – это серьезная проблема. Но давайте посмотрим, что стоит за этой проблемой. Это стоят белорусы, которые день изо дня боятся находиться в стране. Люди выезжают массово. Только за то, что ты написал комментарий, тебя сажают в тюрьму. Ну, это ужасно. Это уже, как говорят сами белорусы, ну такое дно, уже куда ниже, но все равно это все жестче и жестче. И, конечно, надо поддерживать, надо... Якія вашыя крокі? Вось што вы бачыце, што зараз самае галоўнае, як падтрымаць беларусаў, тыя, якія засталіся в Беларусі? Думать о безопасности. Я понимаю, что сейчас невозможно противостоять режиму открыто. Это очевидно, но если вы можете что-то сделать, маленький шаг, делайте. И письма пишите, и помогайте родственникам, политзаключенным, помогайте себе, но не останавливайтесь, не опускайте руки, потому что это, если люди сдаются, то мы переходим в такую фазу, перейдем, надеюсь, что этого не случится, что мы опять вернемся в то состояние, в котором жили 27 лет. Слишком много жертв, слишком много было сделано, чтобы сейчас просто взять и остановиться. Дякую вам, великі сили вам. Спасибо.